Друзья, приветствую вас на своем канале «Словения с Хельга Вайт». Перед тем, как мы начнем с вами обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Словенская полиция проанализировала 372 нелегала, которые незаконно пересекли государственную границу. И также словенская полиция проанализировала 4 контрабандиста, которые перевозили нелегалов. К сожалению, 5-й до сих пор скрывается. Нелегальных мигрантов поймали в разных местах Словении при незаконном пересечении границы. И полиция поделилась с нами статистикой. В районе муниципалитета Черномыль проанализировали 30 мигрантов. 25 из них оказались гражданами Марокко, 4 гражданина Афганистана и 1 гражданин Йемена. В Посавье было проанализировано 272 мигранта. И давайте посмотрим на статистику, она очень интересная. Из этих мигрантов 82 оказались гражданами Афганистана. Но на втором месте 58 человек оказались гражданами России. То есть мы обычно думаем, что нелегальные мигранты, они едут из каких-то далеких стран типа Афганистана. Но на самом деле на втором месте оказались нелегальными мигрантами граждане России. На третьем месте 32 гражданина Марокко, 19 граждан Пакистана, 18 граждан Конго, 14 из Непала, 11 из Шри-Ланки, 7 из Монголии, 6 граждан Азербайджана, 5 граждан Индии, 7 граждан Сирии, 3 гражданина Коморья и по 2 гражданина Ганы, Камеруна, Бангладеша, Ирака, по одному из Китая и Гвинеи. И были схвачены 4 перевозчика. 2 из этих перевозчиков оказались гражданами Украины, 1 оказался гражданин Румынии, и 1 оказался гражданином Молдовы, а 5-го до сих пор найти не могут. Вторая новость показалась мне интересной и стоящей нашего с вами внимания. Президент страны Наташа Пирц-Мусар издала распоряжение о помиловании иностранца, осужденного за перевозку нелегальных мигрантов. Это было не первое помилование президента страны. Уже в мае, через несколько месяцев после своего назначения, президент Словении помиловала 2 осужденных контрабандистов-иностранцев. При этом она заявила, что помиловала их, поскольку считала наказание чрезмерным. Во всех 3 случаях приговор был вынесен в рамках закона. Словения ужесточила сроки наказания за контрабанду мигрантов согласно инструкциям комиссии ЕС. Но сейчас наша президент Наташа Пирц-Мусар самовольно объявляет их чрезмерными и доказывает, что она выше закона. Депутат Европарламента Милан Звер предупреждает, что такая маленькая страна, как Словения, должна быть очень осторожной в отношении того, кого она милует или кого досрочно освобождает из тюрьмы. Если это человек из мира криминала и коррупции, то освобождение просто недопустимо. И он отметил, что в этой сфере существует сильная, организованная и дееспособная контрабандная сеть, которая зарабатывает большие деньги за счет людей. И он выразил удивление тем, как подобные предложения о помиловании попадают в руки президента. Вероятно, их готовят лоббисты, имеющие хорошие связи с госаппаратом, добавил он. Реакция в социальных сетях на эту новость была крайне негативной. Люди считают, что президент превысила свои полномочия. На словенском телеканале Поп ТВ прошел популярный музыкальный конкурс, который называется «Словения имеет таланты». Этот конкурс очень похож на конкурс «Голос», где помимо жюри голосуют на определенном этапе также зрители. И в этом конкурсе одной из конкурсанток была девушка из России, которую зовут София Черницына. И она спела просто великолепно, но, к сожалению, она не прошла в финал.
ее исключили. И мнение зрителей очень сильно разделилось. И ее выступление вызвало огромные споры в интернете. Некоторые считали, что она не прошла финал только потому, что является гражданкой России. Другие считали, что правильно, что ее исключили, так как она гражданка России и не имеет никакого отношения к Словении. Но это кажется совершенно абсурдным. Человек уже 3 года живет в Словении, и, конечно же, она имеет непосредственное отношение к Словении. Если вы не хотите, чтобы иностранцы выигрывали в конкурсах, тогда нужно и на начальном этапе их просто не допускать к участию. Некоторым показалось, что она была слишком профессиональна. Якобы она 6 лет занималась вокалом. Но это тоже кажется странным, как будто бы другие участники вообще ничем не занимались и просто такие вот самородки вышли и идеально спели. Многих участников возмутило, что конкурс и большинство песен спето не на славянском языке. И давайте посмотрим, что же сама София сказала после своего выступления. Честно говоря, я очень разочарована, потому что считаю, что заслужила выход в финал. Об этом свидетельствует также количество комментариев и поддержка людей. Но это шоу дало мне силы и уверенность продолжать. Я сказала себе, что если дойду до финала, то наконец-то начну верить в себя. Что ж, я ошиблась, потому что хоть и не вышла в финал, но стала сильнее и готова к новым победам, рассказала София журналу 24. Друзья, и поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. Смотрели ли вы этот конкурс, переживали ли вы за Софию и считаете ли вы результаты справедливыми? Владельцы Меркатора приобрели торговую сеть Туш, подписав договор. Стоимость сделки оценивается около 30 миллионов евро. Правда, согласие на продажу также должно дать агентство по защите конкуренции. Конкуренция, конечно же, должна быть, но, к сожалению или к счастью, более сильные игроки на рынке поглощают более слабых. Я практически никогда не пользовалась услугами торговой сети Туш. Но зато каждый день хожу в Меркатор. Но это правда потому, что Меркатор находится у меня по соседству. И я очень часто недовольна качеством продуктов в Меркаторе. И особенно мне не нравится качество круассанов, которые изготавливает сеть Меркатор. Недавно мы были в Италии, и качество итальянских круассанов очень сильно отличается от словенских. Сейчас в новостной повестке на первое место вышел конфликт между Израилем и группировкой Хамас. И, к сожалению, война в Украине тем самым ушла на второй план. Неизвестные нарисовали свастику на двери еврейского центра в Любляне. Вандалы повредили дверь еврейского культурного центра в Любляне. А в этом культурном центре находится музей Холокоста в Словении, еврейский музей, синагога и выставка семьи Анны Франк. Дело сейчас расследует полиция. И, конечно же, такие новости мне совершенно не нравятся. В этом конфликте как-то все стали обвинять Израиль за то, что он начал военную операцию в Газе. Но все как-то забыли, что на Израиль напали хамасовцы. И то, что Израиль долгие годы поставлял в Газу воду, электричество и многое другое. По моему мнению, Европа должна объединить свои усилия с Израилем, чтобы как можно скорее уничтожить террористов, чтобы теракты в будущем не повторялись. Наверняка вы помните, что на Словению летом 2023 года обрушились невероятные дожди, и это привело к катастрофическим наводнениям. По оценкам экспертов, ущерб оценивается в 5 миллиардов евро. Пожарный Санди Зайц стал известен на весь мир своим героическим поступком, когда он на руках, рискуя своей жизнью, спасал детей из затопленного детского сада. И как я поняла из этой новости, неравнодушные граждане направляли свою помощь на счет пожарной организации. И сейчас выясняется, как будут разделены эти деньги.
А деньги немалые – 270 тысяч евро. Пожарный получил анонимное письмо, в котором его обвиняют в том, что он сейчас разводится со своей женой и хочет купить на эти средства новый дом, не восстанавливая старый. И сейчас начались тяжбы между его бывшей супругой, им, и еще здесь, получается, замешана пожарная организация. То есть непонятно, как будут разделены эти средства. Деньги для него приходили на счет пожарной организации, где он трудоустроен. И как их сейчас разделить между пожарной организацией, его супругой и им самим? И если бы добрые граждане не перечисляли деньги этому пожарному, то, возможно, была бы сохранена семья. Как всегда, денежный вопрос всех испортил. И по традиции в конце прогноз погоды от Алисы. Алиса, какая погода в Любляне в воскресенье? Завтра в Любляне температура от +2 до +12 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый 2-4 метра в секунду. Спасибо большое. Мне и самой это приятно. Люблю свою работу. Друзья, мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!